Евросоюз планирует открыть представительство в ливийском городе Бенгази в целях оказания поддержки расположенному там повстанческому совету. Об этом 11 мая на пленарной сессии Европарламента сообщила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам. Она также повторила призыв европейского сообщества к лидеру Ливии Муаммару Каддафи отказаться от власти. Каддафи должен сложить полномочия и покончить с режимом. Я намереваюсь открыть представительство в Бенгази, чтобы мы могли обеспечить людям дальнейшую поддержку в соответствии с нашими обсуждениями, для поддержки гражданского общества, для поддержки Временного национального переходного совета и господина Джабриля, с которым мы провели много встреч для поддержки реформы сектора безопасности в соответствии с пожеланиями людей, которые к нам обращаются. Кроме этого, госпожа Эштон упомянула и о Сирии. Она напомнила о санкциях, которые накануне были введены против этого государства в ответ на кровавые подавления антиправительственных выступлений. Запрет на ввоз оружия, замораживание активов и запрет на выезд для 13 ключевых фигур режима, замораживание нашего договора о сотрудничестве и нашего взаимодействия с Сирией. Давайте говорить прямо. Поскольку я вчера разговаривала с министром иностранных дел Сирии, то, что происходит в Сирии, является массовым стремлением к демократии и равенству перед законом. Беспорядки в Сирии начались 18 марта, когда протестующие вышли на демонстрацию в городе Дараа. Президент Башар аль-Асад отреагировал на это отменой чрезвычайного положения, которое длилось в стране 48 лет, и обещаниями провести реформы. Однако демонстрации не прекратились, и тогда на подавление протестов были отправлены военные и боевая техника.